присутствие ислама, начиная с 8 века нашей эры на территории европейской части России, центральной России практически, да, было последовательным, и, в общем-то, она никогда не прерывалась, и беспрерывным, да, то есть это как одна фактически такая вот одна нить, да, которая связывала различные исламские сообщества, исламские государства и общества, которые существовали на территории Европейской России. Я имею в виду Европейскую Россию в широком смысле. Это, в общем-то, все, что от Волги, да, и туда на запад, в сторону Днепра, да. Я имею в виду прежде всего эту часть России, да. И, конечно, надо начинать с распространения ислама. Это 737 год, поход полководца Марвана, который стал затем будущего халифа, последнего халифа из Бану Умейя, да, из династии Умейядов, который вел войну с хазарским каганатом. И в 737 году, по описаниям различных арабских и исламских авторов, он совершил поход против хазарского каганата, и в одном крупном сражении он нанес хазарам, соответственно, поражение. Об этом, в общем-то, Аль-Куфи пишет, и много других арабских источников, которые указывают, что вот после этого сражения якобы Каган принял ислам. Это 737 год. Подтвердить это, конечно, сложно, потому что каких-то, да, затем упоминаний о том, что правители Хазар в этот период были мусульманами, мы не находим, хотя мы находим, что действительно печатались монеты хазарские с арабской исламской символикой, однако это не является прямым подтверждением. Тем не менее, мы можем утверждать, что именно вот примерно с этого времени начинается и распространение ислама на территории хазарского каганата целиком. То есть, если даже сам Каган и не принял ислам, то, естественно, по договору с Марваном он обязан был разрешить беспрепятственное, в общем-то, его распространение, то есть не препятствовать тому, чтобы мусульмане селились в хазарских городах, или чтобы местные жители обращались в ислам. Поэтому, конечно, на территории хазарского каганата ислам начинается распространяться с середины 8 века. На это, например, указывает, в общем-то, на большое мусульманское присутствие. Оно не было секретом и для арабских авторов, которые описывают столицу, город Итиль, да, столицу хазарского каганата, который по, например, Аль-Масуди, да, который описывал его, что он состоит из 3 частей. В одном части города, самой маленькой, живет сам Каган, иудейское его окружение, самая большая часть мусульманская, здесь еще 3-я часть, где живут другие люди, там язычники, христиане и тому подобное. Да? То есть город сам состоял из 3 частей, одна из его частей была полностью мусульманской. Как показали затем более поздние, не более поздние, а современные, да, раскопки хазарских городищ, мы поняли, что, в общем-то, и все хазарские города представляли такую же картину, как и его столица, которую не нашли до сих пор, да, но которую описывали арабские авторы, где мусульмане представляли из себя значительную часть населения вот этого хазарского города. Хотя там правители были сами иудеи, напомню. Да? И вот оказалось, что и в других городах они состояли точно так же, где была значительная часть мусульман. То есть практически в каждом найденном из хазарских городища обнаруживается мусульманские некрополи. Это фактически начинается вот как раз с 8 века, с конца до середины 8 века. В городах обнаруживаются некрополи. То есть, очевидно, можем сопоставить, что распространение ислама в хазарском каганате и, соответственно, на европейской России, потому что мы видим, какую территорию он охватывал, да, вплоть там, до Мурома, до Оки доходил. Курскую, Воронежскую, Белгородскую области охватывал. Соответственно, на этих территориях, да, были в том числе хазарские укрепленные города, в которых было мусульманское население. Но это одно дело, это наши домыслы, а другое дело это раскопки, которые, в общем-то, провел Эдуард Кравченко вот на реке Северный Донец, которые тогда еще, в то время это было начало 21 века, 2003 год, это был еще город Славянск, да, ДНР, соответственно, тогда еще была, ныне это Донецкая Народная Республика Российской Федерации, тогда это была часть Украины. И вот он дал 2
поселения, это Сидорово и Маяки, там в районе этих сел провел большие раскопки, где были обнаружены большие хазарские города, да, вот, и там были обнаружены большие мусульманские некрополи. Причем все эти города были, вот, по крайней мере эти два, они фактически все население там состояло из мусульман, то есть это даже оно было не смешанным, особенно что касается Сидоровского городища, а что касается Маяки, то оно, там раскопок еще больше сохранилось, потому что оно было в X веке уничтожено во время похода, во время сражений, да, и вот когда, соответственно, было покрыто вот это все слоем пепла, да, и когда все, что было ниже, все достаточно хорошо сохранилось, да, и поэтому были обнаружены там очень серьезные находки, связанные с исламским присутствием в этом регионе. Дальше раскопки эти продолжались, и, в общем-то, по реке Северный Донец там находили и другие, туда, если в сторону на север, да, против течения Донца, да, вверх по течению, соответственно, другие городища, где также были мусульманское присутствие, мусульманские некрополи и так далее. Поэтому, конечно, можно говорить, что салтаво-маецкая культура, которая отражала во многом присутствие хазарского каганата вот на этих больших территориях, она совпадала, да, то на самом деле там было очень серьезное мусульманское присутствие. И вот это по реке Северский Донец, видимо, хазарский каганат создавал тогда уже свою новую укрепленную линию вот этих укреплений, крепостей, городов, когда для защиты от Киевской Руси, тогда возникшего государства, которое тогда начинало в тот период как раз угрожать хазарскому каганату. И мы видим, что также, согласно раскопкам, вот эти хазарские мусульманские городища по реке Северный Донец, они приходят как раз в упадок в X веке, вот как Маяки, да, было полностью сожжено и уничтожено. Как оно на самом деле называлось, мы, конечно, к сожалению, не знаем и не узнаем, наверное, но тем не менее, да, и другие города Сидорова было, да, уничтожено во время походов, вероятно, связанных, что также находит отражение в источниках и в летописях, потому что, как известно, в IX веке были походы князя Святослава, да, на хазарские каганаты. Вот как раз это тоже подтверждает, что в это время эти городища мусульманские приходят в упадок. Но тем не менее, очевидно, что присутствие оно остается, само мусульманское население уходит в другие города, да, переселяется. И вот здесь очень важный момент, как раз связанный с Татарстаном, и вот с историей и татарского народа, то, что городская культура булгарских городов, Булгар, Билер, Сувар, да, все эти города, она очень сильно отличалась, как также говорят раскопки, от культуры пришедших туда булгарских племен, агурских, да. То есть население городов, они как бы составляли одну часть, а соответственно, кто вот эти агурские племена, они составляли как бы другую часть. Это население городов уже пришло на север, вот, на территорию Булгарии, когда оно уже было скорее всего исламизировано. То есть исламизировано оно было вот в Хазарии, да, то есть это вот все на этой территории, когда распространялся ислам во многих городах, да, большая часть населения стала мусульманами. Во время упадка постепенного хазарского каганата население начинает городское переселяться на север и строить там города на территории, соответственно, булгарского государства. Поэтому культура болгарская, особенно когда хазарское государство было разгромлено фактически Святославом, то приток этого городского населения со стороны хазар в Булгарию еще больше увеличился. То есть можно, да, там четко разделяются, как говорят там археологи, и городское как бы население, и население, кто жил вне городов, да, вот это еще, можно сказать, ну, условно, полукочевое, да, которое можно назвать, которое уже стало к тому времени, конечно, оседлым. Ну и, соответственно, поэтому связь здесь, конечно, прямая. И как бы это странно ни казалось, да, что именно иудейское изначально государство Хазария, да, оно, в общем-то, и способствовало распространению ислама в европейской России, в том числе и на территории Булгарии и так далее. Да. Поэтому это важный момент. И эти мусульмане хазарские, да, они также и в арабских летописях называли либо Ларисия,
либо Аль-Арсия, да, то есть эти группы, они составляли как основную военную мощь, да, хазарского государства, они служили, вот как я говорил, в эти крепости по реке Северский Донец, и часть городского населения была тоже представлена мусульманами, они, потому что военное сословие, они охраняли границы хазарского каганата, и плюс, видимо, поселились в городах по Волге и затем переместились, скажем так, на территорию Булгарии, которая тогда была частью тоже хазарского каганата, а потом стала независимым эмиратом. Поэтому здесь все тесно связано, но это население, которое здесь находилось, оно, в общем-то, никуда не исчезло, да, мусульманское. Мы так или иначе в другие периоды истории с ним также сталкиваемся. Например, мы узнаем, что, в общем-то, и в городе Саксин, да, или Саксин, как его называют, который находился вот в дельте Волги, куда приехал путешественник Фатих и, соответственно, историк, географ, да, можно сказать, Аль-Гарнати, Абу-Хамид Аль-Гарнати из Андалуса, да, он был уроженец города Гранада, то есть очень большой путь проделал, он посетил город Саксин, который как раз был в устье Волги, это, соответственно, уже 12 век, конец 11 -го. И там он описывает также, что это большой мусульманский город, где живут как и хазары-мусульмане, как и булгары-мусульмане, есть еще другие разные группы мусульман, у каждого своя мечеть. Это огромный мусульманский город, который находился. Но после чего, да, Гарнати, кстати, затем он дал нам также очень важное описание и других, соответственно, групп мусульман, которые в то время, уже после упадка, да, хазарского каганата, проживали на этой территории, в том числе и в Киевской Руси, в самом городе Киев. Да, он проследовал из Саксина, посетил Булгар, да, и затем, как он пишет, по реке Славян. Что такое река Славян, сказать сложно. Это либо, как некоторые считают, Верхняя Волга, да, либо Ока. Потому что, как известно, река раньше, это река Эдель, да, она начиналась от слияния, соответственно, от слияния, здесь, наверное, получается, Белый Ак-Эдель, да, Кара-Эдель, это Уфа, и дальше Нижняя Камма была, и оттуда вот Эдель, она вот так шла. Да, то есть даже не вся, а только часть белая, соответственно, часть захватывала часть Каммы, и вот впадала сюда. Вот это, видимо, называлась река Славян, это то, что было от устья, соответственно, как арабы называли, Нахра Соколиба, да, то, что от устья Каммы и, соответственно, вместе с Окой или вместе с Верхней Волгой. Пока сказать сложно, ну, скорее всего, он проследовал вот так вот, да, и попал в Киев. Да, Аль-Гарнати. И в Киеве, что интересно, он в своем описании нам не описывает ни церкви, ни храмы, ни киевских князей, он про это ничего не говорит, а упоминает только магрибинцев, да, то есть местных киевских мусульман, которые проживают в городе Киев. Он говорит, что там проживают магрибинцы, их много тысяч, и говорит, у них нет, они все мусульмане, и плюс он там даже дает некоторые подробности, что вот в Киеве живут не только эти магрибинцы, мусульмане, у них там живут еще гости из Багдада, видимо, торговцы. Один, вот как бы он говорит, житель из Багдада женат на одной из местных вот, мусульманок, которая из числа магрибинцев. Он там есть интересные тоже описания несовпадений фикхи, да, видимо, они разных маскобов придерживались и так далее, да, то есть он описывает, ну, что интересно, эти же магрибинцы, они жили и в Венгрии тогдашней, да, как он называет, страна Унгурия, да, и Ункурия, да, описывает город Киев, он тогда называет Куява, да, и, соответственно, в чем задача его посылает, значит, он посетил короля Венгрии, и тот его попросил нанять этих еще мусульман-магрибинцев в свое войско. Да. Он отправно отправляется в Киев, чтобы привести, то есть магрибинцы, мусульмане, они жили и в Киеве, и, соответственно, в Венгрии, составляя военное сословие. Кто такие магрибинцы? Да? А это он тоже дает, он их называет народ баджнак, да, то есть по-нашему это, говорит, печенеги, которые, говорит, похожи на тюрков, не называют их, кстати, тюрками, он говорит, они подобны тюркам, и мечут, потому что они мечут стрелы на скаку, да, то есть умеют стрелять из лука на скаку, то есть с коня, да.
И, соответственно, эти мусульмане жили и в Венгрии, значительную часть составляли, и в Киеве. И, кстати, мы находим их упоминания, как выясняется, если сопоставить, да, и в повести временных лет в России, в истории, и, соответственно, написанной в самом Киеве. Это, например, там упоминаются такие племена, как, например, черные клабуки, кавуи, торки и берендеи, которые находились на службе у киевских князей и, соответственно, жили как раз вокруг Киева, и у них были свои города. Торжеского, вот если сопоставить вот эти сведения, мы поймем, что это, наверное, есть те самые магрибинцы, которые к тому же были мусульманами, ну и плюс они служили и другим киевским князьям по всей территории. Да? Например, Юрий Долгорукий, когда он переселился из Киева, соответственно, в район Переяславля-Залесского и основал там крепость, там тоже есть же Берендеево болото и село Берендеево, вот оттуда ближе всего к Переяславлю-Залесскому добираться, и вот оно названо в честь как раз, потому что там тоже были поселены эти вот военные контингенты мусульман, которые Аль-Гарнаки описывает как магрибинцы. То есть мы видим, что в общем-то что происходит, что по сути с хазарского каганата и последовательно, да, ислам здесь сохраняется. Вот если говорим про печенегов, то также есть очень много данных и указаний. Аль-Бекри, кажется, пишет, что и печенеги в 1000, как раз примерно 1000, если по христианскому летоисчислению, в 1015 году многие печенеги приняли ислам. Часть их осталась язычниками, и как раз в это же время, что интересно, описывается их, как бы, да, у них началась гражданская война, и часть печенегов переселилась в Византию, а часть осталась на своей территории, видимо, как раз вот те самые, которые и, в общем-то, стали мусульманами. То есть здесь с хазарского каганата идет, да, постоянная исламизация, и постоянно здесь сохраняется какое-то исламское население, что затем уже обнаруживает и уже, значит, пришли, да, монголы, уничтожили и Киев, и перемешали и взяли в свой состав вот этих кавуев, торков и те племена, которые мы называли магрибинцами, да, и, соответственно, но путешественник Рубрук, который представлял папу римского, да, он был монах-францисканец, был отправлен к хану Берке. И вот он через территорию мордовских племен проезжал когда, и он описывает, что они, разделяя их на, соответственно, как известно, на Эрзе, да, и Мокша, они же не были одним названием, что там две народности живут, и одни из них, Мердас он их назвал, а вторые Моксель, да, и Мердас. И, соответственно, одни из них мусульмане, то есть сарацины, то есть мусульмане, а вторые язычники. То есть к тому времени только уже часть мордовских племен была в значительной степени исламизирована, и затем уже и следующие послы, да, Герберштейн саксонский, этот гольштинский посланник уже в 16 веке, и другие, они тоже описывают часть мордвы, что часть мордвы исповедует ислам, а часть являются язычниками. Это же касается, например, и описания черемисов, то есть марийцев. Да, то есть они тоже уже там, ислам у них присутствовал. Это еще очень важно. Почему? Потому что дальше, да, мы вот эти все территории Золотой Орды, которые фактически всю, то есть если остались южные, где-то Рязань здесь, где-то здесь, да, Рязанское княжество, оно было приграничным с Ордой, а вот эти все территории вошли полностью в состав Орды, то есть они не были как бы русскими княжествами, да, под властью Орды. Эти все территории, соответственно, находились в Орде. Естественно, это не было каким-то диким полем, как описывают, или пустыми территориями. Здесь строились большие мусульманские города, и тоже они не сразу стали известны, как, например, крупнейший центр, это был город Наровчат, да, это вот под Пензой село сейчас Наровчат, и как это произошло в конце. Он был известен в летописях, да, но на него старались как не обращать внимания, хотя он там написан, так и называется Наровчат, да, в летописях Русь, там 16 века и так далее. Но там, когда стали проводиться, значит, в конце 1870-е годы, один исследователь, археолог туда в Пензу приехал и увидел, что там в каком-то селе, вот Наровчат, там дома там из
там какие фундаменты или что-то еще из какого-то хорошего очень кирпича. Да, то есть Исав удивился, спросил, откуда кирпич, они говорят, вот мы оттуда его там из земли достаем. Он стал дальше раскапывать, там действительно было очень много каменных построек, и с этого момента там уже шли постоянные раскопки, что интересно, они продолжались и фактически сразу после окончания, да, гражданской войны, там, в 23-м году туда была большая экспедиция и так дальше. Вот это действительно был крупнейший ордынский город, Мокш-аль-Махрус, как его называли, да, центр хана Узбека, там хан Узбек некоторое время жил, и что указывает, это там что это был важный центр, там печатали монеты, это фактически тоже, хотя Пенза это так как ближе к Поволжью тяготеет, но тем не менее мы можем отнести к центральной России, да, то есть, и естественно вот на этом территории вот этот улус Мокши, да, он охватывал большие территории центральной России, где были многие другие мусульманские города, например, Воронежской области, да, где также было обнаружено, там есть даже река Мечетка, да, и вот у этой реки было обнаружено соответственно, две мечети рядом стоящие, и они потом, если их сравнить, вот это описание, были описаны во время экспедиции туда в конце 17 века, тогда еще там у одной сохранялся минарет. То есть здесь на этой территории было много ордынских городов, их и опять же это присутствие, оно продолжалось, да, то есть наследником улуса Мокши стали соответственно Мещерские юрты, да, где возникло Касимовское царство, Касимовское ханство, там по-разному называли.